Три проблемы вашей жизни. Каждый человек имеет свое призвание. Талант – это знать его. Ральф Эмерсон. Существует единственная система, позволяющая человеку эффективно управлять жизнью. Чтобы понять, о чем идет речь, надо написать три реальных проблемы, которые существуют в вашей жизни. Неважно, к какой сфере относятся эти вопросы – работа, семья, здоровье. Важно узнать то, что касается вас лично. И вы знаете, что рано или поздно эти проблемы надо будет решать. Незакрытый кредит, долги, болезнь, низкая зарплата и так далее. Это проблемы, которые входят в сферу вашего влияния. Напишите о них. Не пишите о том, на что не можете влиять. Например, рост курса доллара, уровень загрязненности окружающей среды, неблагоприятная конъюнктура для бизнеса, политическая нестабильность в стране или в мире. В этих случаях вы бессильны и ничего изменить не можете. Итак, запишите. Первая проблема, вторая проблема, третья. После того, как вы напишете три проблемы, ответьте на такой вопрос. Как долго они существуют? Год, 2, 3 или, может быть, 5 лет? И почему вы с ними живете? Ведь вольно или невольно вы думаете о них. Задача книги – найти механизмы решения таких проблем. Я уверен, что вы найдете нужные ответы в ходе чтения. Ваш мозг – тут единственный инструмент, который должен искать и находить решения самых сложных проблем. Потому что, по большому счету, они являются продуктом вашего сознания и следствием ваших поступков. Это значит, что ваши мысли и обдуманные действия породили всю эту ситуацию. Нам будет важен самоанализ, потому что придется много думать, размышлять, копаться в себе и в своем сознании. Искать причинно-следственные связи в поступках и событиях. В качестве примера расскажу историю из моей жизни. У жены был день рождения. Поздравить ее я решил необычным способом, используя придуманный мной механизм, демонстрирующий стереотипы поведения людей. В разных местах я спрятал 10 сюрпризов и сказал, что подарки она должна найти сама. Она нашла один, потом случайно наткнулась на второй и была очень довольна. Я жене ничего не сказал, решив узнать, будет ли она продолжать поиски. День прошел без всяких попыток с ее стороны найти что-то еще. Поэтому на следующий день мне пришлось сказать, что она нашла не все подарки. Поискав еще, она нашла сразу 3 подарка. Теперь она была уверена, что все сюрпризы найдены. А когда услышала, что поиски надо продолжать, была сильно удивлена. На следующий день жена не пошла на работу, посвятив все время поискам. Но искать она начала только после того, как я сообщил, что количество изначально спрятанных подарков гораздо больше количества найденных. Тогда-то я и подумал, что мы даже не ищем подарки, которые жизнь приготовила для нас. Нашли одну более или менее подходящую работу, приковали себя к ней золотыми наручниками и всю жизнь потратили на нее. А может быть, талант мог проявиться совсем в другой сфере, и в ней вы смогли бы добиться настоящего успеха, если бы попытались. И это был тот подарок жизни, который вы не нашли. Но люди часто довольствуются малым, не претендуя на большее, и перестают искать в самом начале жизни, равнодушно проходя мимо и не замечая подарков, которые им приготовлены. Поэтому никогда не прекращайте поиски себя, своих сильных сторон, призвания, таланта. Только этот путь может гарантировать вам успех. Вдохновляющие примеры выдающихся людей. Михайло Ломоносов. Михайло Ломоносов родился в семье зажиточного крестьянина Помора. Он рос крепким мальчиком и вскоре стал первым помощником по хозяйству, ухаживал за скотиной, полол огород и собирал урожай. В 10-летнем возрасте его начали брать на рыбный промысел. Заметив пытливость ума мальчика, местный дьячок начал обучать его грамоте. Научившись читать, все свободное время юноша проводил с книгами. Обстоятельства диктовали юному Ломоносову вполне определенный жизненный путь. Остаться в отцовском доме и стать зажиточным крестьянином, как отец. Но страсть к знаниям не давала ему покоя и заставляла искать возможности учиться. И в возрасте 19 лет Ломоносов собрал вещи, 2 рубахи, тулуп и несколько книг, и под покровом ночи, не простившись с отцом, тайно сбежал из дома в Москву.
На третий день пешего путешествия он нагнал караван рыбаков, направляющийся в столицу, и попросил разрешения идти с ними. Через 3 недели пути они прибыли в Москву. Приблизительное расстояние, которое будущий ученый преодолел ради своей мечты, составляет 1160 километров. В Москве обнаружилось еще одно препятствие. Крестьянских детей в учебные заведения не принимали. Запрет не остановил Михаила. Выдав себя за сына холмогорского дворянина, Михаил Васильевич Ломоносов все-таки поступил в Славяно-Греко-Латинскую академию. Оказавшись в числе самых прилежных студентов, молодой помор за год освоил 2 курса. В будущем он станет выдающимся ученым-энциклопедистом. Я знаю как минимум несколько десятков людей, которые ничего бы не добились, если бы не боролись с обстоятельствами и не преодолевали препятствия. Вот несколько из них: Майк Тайсон, Брюс Ли, Аль-Бируни, Камол Худжанди, Абуль-Касим Фердауси, Арнольд Шварценеггер, Джек Ма, Алишер Усманов, Чингисхан, Тамерлан, Джеки Чан и так далее. Эти люди сами создали свою историю.